Никогда не мерьте вот так, это неправильно. Стоковый газоотвод. Это ружье очень популярное сегодня в Америке, в Европе. Я вижу, что мой глаз вообще закрыт. Не расстраивайтесь, то, что приклад не подходит. Вы можете настроить его сами. Привет! Сегодня я хочу вам рассказать про то, что вообще из себя представляет приклад. Спасибо хозяину данного ружья, Винчестер, новое ружье SX4, которое вот пришло сегодня первый день на стенд. Я пострелял сейчас, с него потренировал и решил у него одолжить ружье у Джоана, хозяин данного ружья. И сейчас, в данный момент, пока он отдыхает, я решил вам заснять несколько данных, ребята. Что я вообще заложил в это понятие под словом приклад. Много раз говорил, приклад отсылает к слову прикладывать. Это означает что-то плотно прижимать к чему-то без люфтов. И у нас перед вами стоковый газоотвод. Это ружье очень популярное сегодня в Америке, в Европе и в части России. Вот. Пострелял, очень комфортная стрельба. Но, ребята, я сегодня больше всего проповедую то, что вы, когда настраиваете свой приклад или устанавливаете приклад по своим анатомическим размерам, основное мерило или критерий – это то, что вы остались в своем естественном природном положении. После того, как вы скидываетесь, при опускании ружья у вас приблизительно должно остаться данное телосложение. Но из-за того, что ружье и приклад стоковый, мне нужно затыльник прижать к плечу полностью, чтобы он упирался. А для этого мне нужно ограничительным скулой прижаться к нему вплотную. Вот первое. Вот я прижимаюсь. После этого я опускаю ружье и остаюсь в таком состоянии. Сейчас у меня приток крови блокируется мышцами. Потому что в позвонке у нас находятся артерии, которые, к сожалению, при сжатии приток и отток у них ухудшается. Вы это можете проверить даже минут до секунд, даже 30 можете так постоять, как увидите помутнение в глазах или головокружение какое-нибудь. Я много раз говорил, ребята, никогда не мерьте предплечным вот этой частью. Никогда не мерьте вот так. Это неправильно. Вы никогда не стреляете. У меня ружье разряжено, магазин охолощен. Вы никогда не стреляете вот так по утке. Ребята, это совсем другая часть телосложения. Есть люди, у которых вот эта часть, она, длинная или короткая, понимаете? И, так мерить, это в основном как бы не совсем корректно. Мерьте, ребята, всегда грудным пространством, куда вы прижимаете ружье, чтобы у вас затыльник полностью заходил. Видите, он у меня немножко подвисает, я уже по привычке. Вот, подвисает, чтобы затыльник у вас был полностью приложен к плечу. И при этом, друзья, чтобы вы не накреняли шею, не поднимали плечо. Посмотрите, у вас приклад находится не где-то здесь, снаружи, а внутри. Не где-то здесь, а внутри. Он должен быть внутри, ребята. Внутри. Вот. Шея у меня относительно находится в прямом положении. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие, попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. Сейчас, ребята, я еще раз скинусь. Обратите внимание, ограничитель, костяшку скулы, не скула, а ограничитель или клин, я не знаю. Желательно, чтобы был не сзади здесь и где-то, а посередине, чтобы вы зажимали его где-то посередине. Теоретически оно находится здесь, я понимаю это. Сейчас я его подниму, и вы посмотрите, сколько у меня не совпадает, чтобы я не опускал шею и не компенсировал своим плечом. Вот, идеально было бы
Вот так, примерно вот так. То есть он у меня короткий, он для меня короткий, и затыльник около 25% находится на воздухе. А также мне уже кажется, что нужно затыльник повернуть против часовой стрелки. Ружье разряжено. Давайте посмотрим. Я сниму очки. Gracias. Давайте. Ружье разряжено. Вот. И на объектив камеры. Ребята, где находится мой глаз? Внизу. Я вижу, что мой глаз вообще закрыт. И вижу вот эту сторону. Мне надо в любом случае, ребята, прижиматься. Мне надо в любом случае прижиматься, чтобы у меня ружье не подлетало кончиками вверх при выстреле. Чтобы оно было максимально статичным и сжатым костяшкой скулы и плечом. А также в подмогу идут пальцы правой руки, 4 пальца, пальцы левой руки, прижатие. Это все в комбинации создает одно целое, чтобы вы могли слиться с ружьем, друзья. Но исходя из того, что сейчас приклад у нас заводской, мне приходится компенсировать. Что я делаю? Я все равно хочу быть посередине. Вот, я въеживаюсь. Вот у меня физически уже ушло. Мне надо поднимать немножко глаз. И на этом фоне мне надо вот отодвигать немножко. Отодвигать, видите? Комфортно было бы, если бы я сделал бы вот так, не напрягаясь. Но сейчас мне нужно шею вот эту вот, да, немножко вперед и приблизить. Вот, миллиметры решают, друзья, миллиметры. Нам не нужно по 10 сантиметров или по 5 сантиметров, нам нужно по чуть-чуть. И сразу же меняется телосложение. Сейчас обратите внимание, какие могут быть неправильные вещи. А могло бы быть вот так. Видите, могло бы быть вот так, на комфорте. Но нет же, мне надо полностью опустить его вниз и прижаться. Понимаете меня? Что здесь происходит? Шея уже немножко напрягается, спина сразу напрягается и зрение. Нам же нужна оптика, чтобы мы хорошо воспринимали летящую мишень. На этом фоне, друзья, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, то, что приклад не подходит. Вы можете настроить его сами. Настроить, ну, конечно, получится Франкенштейн, колхоз в любом случае, но, по крайней мере, вы хоть как-то будете патроны экономить или гуманно относиться к перу, чем делать это максимально в пулеметном состоянии. Ну, что же это такое-то? Когда вот сейчас покупают там ружье там с 10 патронами. Это же вообще, ну, это само по себе как бы противоречит правилам охоты. Хорошо, когда навыки стрельбы нормальные, взял двухстволочку, пошел, поохотился, и по ощущениям, по приливам намного лучше и комфортнее, когда с двухстволкой или там, например, ну не надо там, ребята, 32 патрона садить за раз, не надо. Лучше навыки свои прокачивать и, соответственно, стрелять для удовольствия. Поэтому, друзья, относитесь к прикладу как к наполнителю. Это наполнитель, который полностью формирует ваше правильное и естественное положение. Ну что, ребята, я надеюсь, было понятно. До скорой встречи. Увидимся.